Хлопзеку хатырску ателехопшца ирыцахцут ишиашуицу эфирку. Еха яхтоп мачарапи ежуихбапи алхрат тыпхадаконпи а кандидатша. Бзила шабейт хатырску а кандидатша. Уважаемые телезрители, на канале Абхазского телевидения продолжаются дебаты кандидатов в парламент Республики Абхазия. У нас в гостях кандидаты от Мачарского избирательного округа номер 25. Уважаемые кандидаты, приветствую вас еще раз. Здравствуйте. Добрый вечер. С вашего позволения зачитаю коротко ваши биографии. Сангулия Саид Бесланович учился в Российском университете дружбы народов. Получил степень бакалавра юриспруденции. В том же году поступил в дипломатическую академию Министерства иностранных дел Российской Федерации на факультет международное право. Окончил со степенью магистра, помощник депутата Народного собрания Республики 5-го созыва. Харазия Саид Геннадьевич окончил экономический факультет АГУ, ветеран Отечественной войны народа Абхазии, учился в православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете, далее окончил агроинженерный факультет АГУ, присвоена квалификация ученый-агроном, депутат Народного собрания 5-го созыва. Здравствуйте еще раз. Уважаемые кандидаты, перед тем, как мы приступим к нашей беседе, позвольте я коротко ознакомлю вас с форматом нашей встречи. Вначале у каждого из вас будет по 2 минуты времени для приветственного слова. Таймер будет установлен на экране, и вы сами имеете возможность наблюдать за ходом времени. Далее мы переходим к обсуждению актуальных тем. Вопросы у нас заготовлены в этой урне. После этого предоставляется возможность задать вопросы друг другу. Далее будет еще по 1 минуте для заключительного слова. Благодарю вас. Спасибо. Итак, Саид Бесланович, пожалуйста, ваши 2 минуты для приветствия. Айвар Хацка Серафимас. Сатафимцан. Сара Аурус Бесфяла и Свят. Избанзер Апсо Бесфя. Изымдерва и Радшоп. Добрый вечер, уважаемые телезрители. И хотел бы поздравить всех женщин с этим прекрасным днем. Хотел бы пожелать счастья, радости, крепкого здоровья вам и вашим семьям. А также, чтобы наша страна была столь прекрасна, как и вы. Я хотел объяснить причину, по которой я выдвинул свою кандидатуру. Наверное, я и мое поколение устало от того, что в нашей стране мало что происходит. Я думаю, я уверен, что то образование и тот опыт, который я получил, пойдет на пользу нашему народу и стране. Я часто слышу, что я слишком молод для парламента. На что я отвечу, в 1992 году самый важный и опасный момент для нашей страны, для нашей Родины. Люди, которые взяли оружие в руки, и те добровольцы, которые пришли нам на помощь, в большинстве своих случаев были моложе меня. Но им никто не сказал, что они слишком молоды для защиты нашей Родины. И тому яркий пример Саид Геннадьевич Харазия. Хотел сказать еще то, что пришло время и нашего поколения стараться, работать и вместе строить наше государство совместно. Большое спасибо. Саид Геннадьевич, пожалуйста, ваши 2 минуты для приветствия. Добрый вечер, дорогие друзья. Я от всего сердца благодарю моих избирателей за оказанное доверие и поддержку в прошедшие 5 лет. Верю, что с Божьей помощью мы вместе с вами продолжим наш добрый путь к процветанию и благополучию нашей страны. Имея опыт служения в парламенте, я думаю, что каждый кандидат в депутаты должен от всего сердца желать улучшить жизнь нашего народа. Я представляю многонациональный округ, в котором переплетаются культуры великих народов – абхазов и армян, русских и греков. Единство и сплоченность интеллектуальных людей и трудолюбивых крестьян нашего округа создают богатство и уникальность, которыми славится наш Кулырипский район. Наш многонациональный край объединяет общая история, вера и труд, общие заботы и радости. Я верю
Народ сделает правильный выбор. Парламент Абхазии достойно будет представлен опытными и образованными людьми. Каждый депутат имеет цель. Моя цель – забота о простом человеке. Она должна стать главной государственной политикой в нашей стране. И да поможет нам в этом Бог. В этот прекрасный и знаменательный день я хотел бы поздравить всех женщин Абхазии, бабушек и матерей, сестер и дочерей. Пусть новый 2017 год принесет вам много счастья, мира и добра. Пусть он будет полон радостных событий и приятных впечатлений. Желаю вам быть красивыми и здоровыми. Пусть будутся ваши самые заветные, сокровенные, добрые мечты. Благодарю вас. Большое спасибо. На этом первая часть нашей встречи завершена, и мы переходим к обсуждению актуальных тем. Для этого я попрошу одного из вас подойти к урне, пожалуйста, достать вопрос. Вопрос вы можете зачитать вслух. Спасибо. Тема «Внешняя политика». Хотел бы спросить, какими вы видите на сегодняшний день вообще перспективы взаимоотношений с Грузией и вообще ваше отношение к Женевской площадке. Саид Геннадьевич, пожалуйста, ваше мнение. Я бы хотел сказать, что прежде всего нам необходимо в том комитете, где я работаю, межпарламентский комитет или связанный с соотечественниками, мы в свое время, я автор этих проектов, обратились к Союзу Алба, это Карибский бассейн, Бразилии, к Аргентине, Белоруссии, Казахстану о признании нашей независимости. И для меня очень важно, чтобы мы могли со всеми странами работать в этом направлении. Мы должны заявить всем: сорадуйтесь с нами, мы возродились. Для нас это очень необходимо. Что касается Республики Грузия, на мой взгляд, когда Республика Грузия признает нашу независимость, нашу государственность, когда они подпишут мирный договор, тогда мы можем уже приступить к диалогу. Это мое видение. Что касается внешней политики, конечно, нам необходимо стучаться во все двери о признании нашей независимости и государственности. Для нас это очень важно. Это важный фактор. И какую роль в этом вопросе вы уделяете Женевской площадке? Все-таки насколько она, на ваш взгляд, эффективная? На мой взгляд, вы знаете, каждая встреча, любая площадка, она приносит свою пользу для нас. Мы должны использовать любую площадку для того, чтобы заявить о своей государственности, о своей политике, о своем видении, о своей национальной политике. Мы должны использовать все возможности на благо нашей страны. Большое спасибо. Саид Бесланович, ваше мнение? Я как вижу этот вопрос, внешняя политика Абхазии, она состоит из нескольких факторов. Это неотъемлемая часть внутренняя политика наша. Без нее, если у нас мы не сформируем то сильное государство внутри, то мы не сможем представить себя на внешнем, вне Абхазии, то есть в международной арене. Есть много площадок международных, куда мы должны стремиться идти. Одна из них – это Женевская дискуссия. Мы в ней давно уже участвуем. Есть какие-то плоды, которые она нам уже принесла, но на этом нельзя останавливаться. Есть разные площадки, европейские институты, к которым надо стремиться. Есть международные суды, где надо отстаивать наши права, как государственные права. В этом сегодня нам помогает Российская Федерация, за что им большое, огромное спасибо. Есть разные, другой фактор – это экономические отношения, экономические культурные отношения, которые надо наладить в других государствах. Само признание легко не придет. Надо работать над этим через экономику и культуру, если говорить вкратце. Какими вы видите отношения Турции и Абхазии, проблемы и перспективы? Саид Бесланович, пожалуйста. С Турцией у нас давняя история, и взаимоотношения были разные. Есть какие-то наработки, которые у нас были неплохие, но, знаете, у нас большая диаспора живет в Турции, из которой надо поддерживать отношения крепкие. И, знаете, благодаря им мы можем много чего добиться именно во внешней политике, не только с нашей диаспорой. Живет за пределами Абхазии очень большая диаспора абхазо-адыгская.
которая нам может помочь в этом плане. А с Турцией я вижу, что у нас есть перспективы развития, но к этому надо стремиться. Развивать экономические отношения для начала. Ну, вы видите Бурно. именно перспективу экономических Да, взаимоотношений. для начала только экономические, а дальше будет понятно, можно будет говорить о политических или нет. Спасибо, Саид Геннадьевич. Я хотел бы отметить такой фактор, что в 2016 году абхазская команда каратэ-до была представлена в Республике Турция и заняла многопризовые места. Наш флаг висел именно на этих соревнованиях. Это для нас очень значимо. Сегодня Турецкая Республика предоставляет нам такую возможность. Как вы понимаете, у нас одна из мощных диаспор находится в Республике Турция. Это наш народ. И мы должны сделать все для того, чтобы использовать этот фактор положительно и стремиться к тому, что в будущем Турецкая Республика признала нашу независимость и государственность. Очень важно в этом вопросе экономическая составляющая. Мы должны заниматься этими вопросами, продвигать эти вопросы. И я думаю, что признание нашей страны не в далеком будущем, и мы сможем достигнуть успехов. Спасибо. Продолжая тему внешней политики, хотелось бы поговорить о том, каким вы видите дальнейшее развитие отношений с нашим стратегическим партнером Российской Федерации. Саид Геннадьевич. Для нас очень важно, вы знаете, мы подписали большой договор о дружбе и сотрудничестве, о партнерстве стратегическом. Мы должны продвигать эту работу. Благодаря этой работе именно с Российской Федерацией мы можем достигнуть очень больших положительных показателей. Даже когда мы обращались к соседним нашим государствам, вот вы помните, я говорил о том, что мы обращались и в Белоруссию, и в Казахстан, мы всегда обращались к Российской Федерации, оказание содействия в этом вопросе. И для нас очень важно, так как все то, что мы производим, мы, вы знаете, в рублевой зоне, то, что мы производим, нашу продукцию, рынок сбыта – это Российская Федерация. Для нас очень важно взаимодействие с Российской Федерацией по всем вопросам, особенно обороны нашей страны, экономики. Это для нас очень важный фактор. Вы знаете, что более 4 миллионов отдыхающих с Российской Федерации посещают нашу богохранимую страну Абхазию. Более того, я хотел бы сказать, что вы обратите внимание, что в свое время, в XIX веке, Николай Николаевич Ницкой построил очень много зданий, сооружений. Российские князья и дворяне строили здесь, выстраивали нашу страну вместе с нами. Мы должны отметить такой фактор, что благодаря России мы могли получить, много людей получили шикарное современное образование. Для нас это очень важно. Русские поэты и писатели прославили нашу землю в своих произведениях. Россия одна из первых, которая признала независимость нашего государства и укрепила наши границы. И для нас очень важно взаимодействие не только добрососедское, и братское. Благодарю вас. Большое спасибо. Саид Бесланович. Смотрите. Вы, наверное, все знают, что у нас самый надежный и единственный такой партнер – это один из лидеров мировых. Это держава Российская Федерация. И сегодня она нам оказывает колоссальную как финансовую, так и военную помощь. Сегодня та финансовая помощь, которая поступает нам с Российской Федерацией, я считаю, что ее надо использовать более эффективно, чтобы отойти от этой практики. Как долго мы будем просто просить помощи у Российской Федерации? Это, с моей стороны, тоже, я считаю, что это тоже неправильно. Та помощь должна быть более эффективная с нашей стороны. Мы должны ее на правильное русло направлять. Наша помощь, вы имеете в виду, наш бюджет должен быть... Не наш бюджет, а инвестпрограмма. Российская Федерация сегодня в виде инвестиционного плана... Это помощь нашего государства, нашему населению, вы имеете в виду? Да. Социально-экономическое развитие нашей страны. Как вы знаете, Российская Федерация нас везде представляет, во всех международных площадках, отстаивает наши интересы. Везде, где находится наш гражданин, Российская Федерация помогает в случае каких-либо проблем. Такие проблемы возникали, Министерство иностранных дел об этом знает и сообщалось об этом. Эти отношения надо укреплять. Есть разные секторы взаимоотношений наших в сфере культуры, экономики, спорта.
Как вы знаете, что наши спортсмены не могут выступать чаще всего под нашим флагом. Но у нас есть такая возможность, что мы можем выступать под российским флагом вместе. Сегодня большинство граждан Республики Абхазия, также граждане Российской Федерации, получают колоссальную помощь, то есть это пенсии. Пенсионеры получают достойную сегодня пенсию от Российской Федерации. Я хотел бы отметить, Да, что пожалуйста. наши команды везде выступают с абхазским флагом, и это для нас очень важно. Уважаемые кандидаты, мне сообщают о том, что вот половина эфира уже позади. Если вы считаете, что тема исчерпана, у нас есть возможность достать еще один вопрос, а потом перейти к вопросам друг к другу. Как вы смотрите? Как ваша душа желает. Мы готовы. Хорошо, тогда в таком случае, Саид, попрошу вас еще раз достать вопрос. Спасибо. Тема развития промышленности Республики Абхазия. Тему здесь мы неоднократно поднимали, и речь шла о каких-то конкретных предложениях, но в первую очередь хочу обозначить, хотелось бы, наверное, поговорить о развитии, может быть, тяжелой промышленности в Республике Абхазия. Насколько вы считаете, мы к этому сегодня готовы? Саид Геннадьевич, пожалуйста. Я хотел бы, вы знаете, когда мы принимаем бюджет, мы должны обратить внимание, особенно на сельское хозяйство, на туризм. Касаясь тяжелой промышленности, вы знаете, сегодня для нас необходимо именно выделить в бюджете касаемое вот сельское хозяйство. Всегда люди будут есть, пить и одеваться, и для нас это очень важно. На мой взгляд, именно сельское хозяйство нужно именно уделить этому внимание. Ежегодно нам необходимо создавать производство. Говоря о тяжелой промышленности, это не в далеком, надеюсь, будущем, но сегодня мы говорим о малом и среднем бизнесе. Я хотел бы, чтобы мы сегодня к этому только приступили, вот сделали первые шаги. Для нас необходимо открывать производство по переработке сельскохозяйственной продукции, создать необходимые для нас условия, потому что к нам приезжают гости, мы должны кормить их той пищей, которая здесь производится. И то, что мы производим, мы должны уметь его преподнести на внешний рынок. Для нас это очень важно. Это переработка. Если мы хотя бы каждый год будем вкладывать 1 миллиард из нашего бюджета в производство, то в течение короткого времени, 2-3 лет, мы уже сможем в каждом районе наладить именно производство. Это для нас очень важно. Касаясь тяжелой промышленности, сегодня в Абхазии, вы знаете, насколько это сложно и насколько сможет наш бюджет себе предоставить такую возможность. Спасибо. Саид Бесланович, пожалуйста, вы разделяете позицию? Да, я совершенно согласен со всем, что сказал Саид Геннадьевич. Сегодня мы не готовы к этому. По крайней мере, наш бюджет не готов к такому. Если появится тот человек, то есть и фирма, инвестиции, которые захотят вкладывать в данную отрасль экономики, то наше государство будет только за и должно помогать, стимулировать. Понимаете, сегодня чем привлекательны для инвестора такие программы? Тем, что во многих странах дешевая рабочая сила, это раз. Прозрачное законодательство, система правоохранительных органов, которая должна работать четко, понятно, не должна быть коррумпированной. Это основные причины того, почему у нас нет сегодня инвесторов в нашей стране. Почему они сюда не приезжают и не вкладывают в тот сектор экономики, который здесь можно развивать, который конкурентоспособен. Позвольте здесь. уточнить, вы говорите о развитии сельскохозяйственной промышленности, о возможности развития сельскохозяйственной промышленности только благодаря инвестициям, или вы видите внутренние государственные ресурсы тоже? Ну, если говорить про сельское хозяйство, его можно разделить. О нем, смотрите, сельское хозяйство, есть приоритетные направления, которые мы в своих силах можем сами развивать. Но есть такие, если быть конкретику вводить, там, те же яблоки и груши, мы не конкурентоспособны, например, с Краснодарским краем. Они у нас выйдут дороже, гораздо дороже того, что, например, продаются там, в Краснодарском крае. Но есть такие
те же самые цитрусовые, которые у нас сегодня здесь мы выращиваем и продаем за границу. Тот же Краснодарский край и в Россию поставляем. Сегодня в Ачимчирском районе проводят работы по выращиванию арбузов, клубник и всего остального, то, что мы можем своими силами производить и продавать за границу. Вот вы как раз отметили район, и как раз я планировал задать вам вопрос через призму избирательного округа вашего. Это Мачарский район. Вот есть вот конкретно у этого района перспективы промышленного развития, вот как вы говорили, именно сельского хозяйства? Да, конечно. Пожалуйста. Вы знаете, для нас очень важно, мы выращиваем цитрусы в нашем районе, для нас очень важно именно развитие. Сегодня мы знаем, что рынок сбыта – это Российская Федерация. В России не растут цитрусовые. В нашем крае растут цитрусы, это мандарины, апельсины и лимоны. Мы можем их продавать, и мы что и делаем на российский рынок. Но зачастую происходят какие-то проблемы. И для нас очень важно, что тот товар, который мы выращиваем на нашей богохранимой земле, чтобы он не пропал. Для этого необходимо нам производство. Ту продукцию, которую мы будем производить, мы можем ее продать не только в сезон цитрусов, мы его можем продать и позже, когда приедут к нам отдыхающие. Это соки, это варенье, это джемы. Мы должны приоритетно именно производству уделить внимание. Более того, вы знаете, мы выращиваем киви. Сегодня мы, приезжая в Сочи, видим, что мы видим на прилавках стоят переработанные продукты, те же цитрусы, те же киви, но перерабатываются не в Абхазии. Они скупают нашу продукцию и перерабатывают ее, и тем самым потом и нам еще ее продают. Мы же должны создать все условия для того, чтобы ту продукцию, которую мы здесь выращиваем, мы могли ее перерабатывать и на внутреннем рынке, и на внешнем рынке реализовывать. Для нас это очень важно. Спасибо. Саид Бесланович. По поводу нашего района скажу так. Я его вижу как это одна часть района, это сельхозугодие, вторая это туристическая зона. Туристическая зона, набережная Мачарского округа, Кулиевского района, одна из лучших сегодня на побережье Абхазии. Я считаю, что после Пицунда она одна из лучших. Но сегодня так сложилось, что никто не вкладывает в нее. И часто спрашивают, почему? Потому что у государства сегодня нету. Сегодня по закону все земли принадлежат государству, правильно? Или местным самоуправлением. Но по фактически сегодня так сложилось, что мы просто не говорим вслух, почему это. Но об этом надо говорить уже, что наши земли, все общие земли, де юре они принадлежат государству, но фактически они кому-то другому принадлежат. Физическим лицам, которые они не оформлены. И в этом проблема наша большая. Люди, которые хотят развивать туристическую сферу, не могут, потому что им надо приобрести ее. Они не могут просто прийти в администрацию или в кабинет министров и попросить землю в аренду под строительство гостиницы. То же самое происходит и в другой части Гулиевского района, где можно развивать сельхозугодия. Понимаете, проблем очень много, которые надо решать сообща, все вместе нам. Этот район один из лучших может быть сегодня в Абхазии, но надо работать над ним. Саид Геннадьевич, есть возражения или? Возражение по какому вопросу? По высказанному мнению, возможно, мне показалось. Нет, я хотел бы, если возможно, мы можем еще взять вопросы. Нет, к сожалению, времени диалог. На это у нас нет, но у вас есть возможность задать вопросы друг другу. Пожалуйста. Будет вопрос или? Да, конечно. Пожалуйста. На мой взгляд, Народное собрание парламента Республики Абхазия – это один из самых высших законодательных органов. Я бы хотел задать вопрос, что значимого вы сделали для нашей богохранимой страны Абхазии, для нашего народа,
И этот вопрос, что для того, чтобы наш многострадальный народ доверил вам свою судьбу и судьбу своей страны. Благодарю вас. Спасибо за вопрос. С радостью отвечу на него. Знаете, как-то я вначале сказал, что то образование, которое я получил благодаря государству, 2 высших образования, и тот опыт, который здесь не был зачитан, моя карьера, так можно сказать, если. Я работал в репатриации, 1,5-2 в администрации города Сухум и был помощником депутата парламента 2,5 года. Сейчас возглавляю крупную коммерческую организацию, подчинение которой у меня больше 50 человек. За это время я смог принести пользу как в репатриации. Знаете, у нас не было такого понимания, как утро, выходных. Мы работали постоянно, потому что нужна была помощь людям, которые приехали сюда. Да, они этнические абхазы, но они первый раз здесь находились. Им нужно было адаптироваться. Кого-то надо было возить в больницы. Будучи я помощником депутата, я работал над законопроектами разными, постановлениями, их несчетное количество. Были многочисленные запросы в разные структуры, во все инстанции, кабинета министров, Генпрокуратура, во все инстанции. Мы работали, не покладая рук, и каких-то результатов мы добились. Добились и неплохих результатов социальных. Мы помогали людям того округа, где был депутат, Тачеволский округ был. А сегодня у этих людей, у несколько сел, Моква, Чевол, вопрос с водоснабжением практически решен. В этом году будет решен, начнется этап восстановления школы Тхинской. Мы смогли чего-то добиться за это время. Хоть и небольшое, да, я молод, но что-то смог я сделать, какую-то пользу принести. Спасибо. Саид Бесланович, может, у вас есть вопрос? У вас есть возможность его задать, пожалуйста. Да нет, у меня нет никаких вопросов, в принципе. Я Саида Геннадьевича знаю по работе. И я знаю, как он работает, поэтому у меня вопросов нет. В таком случае, уважаемые кандидаты, мы переходим к завершающей части нашей встречи, где у каждого из вас есть по 1 минуте для заключения. И, Саид Бесланович, начнем с вас. Ваша минута, пожалуйста. Я хотел бы сказать, что надо именно сплоченности наша сила. Если мы будем вместе стараться над чем-то, народ должен понять, что, сидя дома, ничего не добиться, никаких результатов мы не добьемся. Надо смотреть вперед и работать сообща. Да, если я скажу, сила наша в единстве, вы это слышали часто очень. Но фактически так и есть. Надо понять, что только сообща мы сможем что-то решить. Надеюсь, я смог донести то, что я хотел сказать. Спасибо большое. Спасибо. Саид Геннадьевич, ваша минута, пожалуйста. Дорогие друзья, я хотел бы обратиться к вам с просьбой 12 марта прийти на выборы для того, чтобы сделать свой добрый выбор. Для того, чтобы депутат Народного собрания парламента Республики Абхазия был выбран народом и для народа. Благодарю вас. Большое спасибо, уважаемые кандидаты. Я сообщаю о том, что наши дебаты подошли к концу. Удачи, успехов. Благодарю вас. Уважаемые телезрители, на этом наша встреча подошла к концу. Не переключайтесь. Сразу после небольшого перерыва будет очередной раунд дебатов. До встречи.